Bir aileye 700'li böle para sayısı bakılır. Bir aileye Gagauzyan kuvvetleri yaptılar. Bunu ki energetika krizisin çıkışlarını insan tayilin geçirsin, hem taçık insan yardımı kabul etsin. Haberledi Gagauzyan Sağlık Korumak Bakanı'nın başı Svetlana Duleva. O urguladı hani bu пособие var nasıl kabul etsinler aileler angalarında var pensionerlar. Svetlana Duleva nişanadı hani hepsi pensionerlarda var hak kabul etmeye пособиялары soğuk zamanı için. Если одним из членов семьи будет пенсионер, значит, эта семья будет иметь право на получение данного пособия. Вторым критерием это будут инвалиды первой группы. И если в семье есть инвалид первой группы, значит, данная семья тоже будет иметь право на получение данного пособия. Третья категория — это инвалиды детства старше 18 лет. Четвертая категория населения — это семьи, которые имеют сертификат о том, что это семья по потере кормильца. Следующая категория — это афганцы. Они и были в предыдущем положении. Афганцы тоже будут, если членом семьи является участник действий в Афганистане, значит, они тоже будут иметь право. Следующая категория — это чернобыльцы, многодетные семьи, у которых 4 и более детей. И новая категория, которая вошла уже в данное положение, это наши силовики, которые до сих пор не были учтены в предыдущем положении. Они тоже будут получать данное пособие. Şansora hepsi sosyal asistentler işlerler insanın da kabul ederler dokumentleri anlattı Svetlana Duleva. Svetlana Duleva nişanadı hani lazımsı da sosyal asistentler işleyecekler dinlenme günlerinde de. Те семьи, которые получают из республиканского бюджета за холодный период 700 лев, они будут получать только 200 лев для того, чтобы какое-то равноправие было между всеми жителями Гагаузии. На конец декабря мы провели анализ. У нас уже есть 10 тысяч семей, которые получают из республиканского бюджета в холодный период. Если учесть то, что предположительно было, что свыше 20 тысяч семей у нас будут получать из регионального бюджета, а может и больше получится, в зависимости от того, сколько будет подано заявлений, то большая часть семей жителей Гагаузии будет подходить под эти критерии и будет получать это пособие в холодный период. Svetlana Duleva haberledi hani 750'liyi kabul edecekler aileler angalar Respublikadan yardımları kabul etmerler. Soğuk zamanı için пособие 750'liye verilecek sadece 3 ay yanvar, fevral hem mart ayları için. Но в дальнейшем, при изучении ситуации, при наличии финансовых средств, вероятнее всего, что оно будет распространено и на ноябрь, и декабрь. Но пока вот эти первые 3 месяца, которые мы учли. Şansora hepsi sosyal asistentler işlerler insanın da kabul ederler dokumentleri anlattı Svetlana Duleva. Особых документов таких сверхъестественных предъявлять не нужно. Это справка о составе семьи для того, чтобы человек не мог дважды или трижды подать заявление по разному месту проживания, а только в составе одной семьи. Это справка, подтверждающая то или иное состояние. Допустим, если он пенсионер, он должен будет подать пенсионное удостоверение. Если он инвалид первой группы, он должен будет предоставить сертификат об инвалидности для того, чтобы мы видели его срок и о том, что он действительно является инвалидом первой группы и так далее. Svetlana Duleva nişanadı hani lazımsı da sosyal asistentler işleyecekler dinlenme günlerinde de. Население не должно переживать о том, что оно не успеет подать заявление, потому что даже если заявление будет подано в феврале, они получат и январь, и февраль, и март месяц, вне зависимости от того, когда они подали заявление о получении данного пособия. Gagauzya'da soğuk zamanı için пособиялары kabul edecek 21 binden ziyade aile.